Ну что ж, друзья, нам пора поговорить с нашими гостями, и мы будем говорить про одно очень важное мероприятие. Сегодня наверняка вы в наших новостных блоках уже успели получить какую-то информацию, но сегодня вот из первых уст, что называется, еще много подробностей узнаем. У нас в гостях Рамис Кармышаков, генеральный директор Кыргызско-малазийской корпорации, Тарик бин Хусни, соучредитель Кыргызско-малазийской корпорации, и Мухаммад Зулкифли бин Салих, бывший министр образования Малайзии. Доброго утра, good morning. Доброе утро. Ну, значит, грядет интересное очень мероприятие, интересное для нашей страны, оно будет у нас впервые проводиться. Расскажите, во-первых, как оно называется, что это за дисциплина такая, и почему все-таки так произошло, что нам выпала честь в нашей стране впервые быть страной, которая приглашает к себе людей. Хорошо. Всем доброе утро. Малазийская делегация прибыла позавчера в честь международного фестиваля конного спорта Endurance. Такое мероприятие действительно у нас проводится первый раз, потому что этот данный вид спорта, он как бы достаточно не развит в нашей стране, потому что более развиты национальные виды конного спорта. А Endurance это такой, она более уже международная, которая уже практикуется во всем мире. Ну, так получилось, что до этого мистер Тарик приезжал к нам пару раз, и он просто влюбился, говорит, в нашу страну. И решил как бы внести вклад, и как бы вот инициатива принадлежит этому человеку. Мероприятие намечается на 20 мая. Уже делегация спортсменов, ветеринаров, соответствующих специалистов уже прибыла, и они сейчас находятся на Искуле. Как бы готовятся к этим скачкам, тренируются. То есть само место проведения это как раз-таки ипподром Искуле. Правильно. Что будет происходить там? Расскажите поподробнее. Основное отличие как бы этого спорта от наших национальных конных игр состоит в том, что определяется дистанция. В нашем случае это будет 30 километров. И каждую определенную дистанцию, допустим, 10 километров, лошади будут проверяться. То есть цель выигрыша не в том, что кто первым прибудет, а кто прибудет в хорошем условии. То есть называется best condition на английском. Определенные есть требования по сердцебиению лошади, по пульсу. То есть это на выносливость. Да, на выносливость, правильно говорить. Это на выносливость. Хотелось бы спросить у наших гостей, насколько этот вид спорта развит в их стране? Okay, they would like to know how develop this endurance in Malaysia. What is it? So endurance has started in Malaysia in 20 years ago. At that time, our country was based on agriculture, and then sport is the only option that we have to develop the country into the international standard. So have you seen in Dubai in 1990 there was nothing, but now they've developed from sports, they become the big nation of organizing the international events. This is our target for beautiful Kyrgyzstan. Он говорит, что вообще этот вид спорта был как бы только внедрен 20 лет назад в Малайзии. Как вы знаете, на тот момент Малайзия была такой, более направление страной. И он приводит в пример, посмотрите, как на Дубай. То же самое было, что было 20-25 лет назад, и что стало сейчас этой страной. И чтобы достичь такого же результата развития, вот он хочет внедрить это в красивом Кыргызстане. Но все-таки за вот этот промежуток 20 лет в Малайзии есть уже профессиональные спортсмены, которые будут представлены на этих соревнованиях? Okay, she's asking that, is there any sportsman, they came here among of the delegation who already reached good result in Malaysia? Okay, so we have a champion who come together to teach Kyrgyzstan people to learn about international endurance. We know that you have good horses and you have a good horse rider, but we want to bring them from nobody to the international level. So we brought the best champion to your country to teach how to develop these sports into international. Да, основным ключевым человеком, который сейчас прибыл в этой делегации, это Абдулгани Камарудин. Он является мировым чемпионом по эндюрансу и также является отцом конного спорта в Малайзии. Вот мы специально позвали такого опытного человека, чтобы он мог нам подсказать.
помочь. Ясно, но хочется по масштабам узнать, сколько будет принимать участие, по сколько скакунов. Вообще из этих прибыло 5 всадников с Малайзии, и как бы из кыргызских спортсменов ожидается как бы участие около 20-25 человек. То есть на данный момент уже проходят вот ветеринарные осмотры лошадей, то есть и где-то около 30 будет. Ну, значимая цифра. Но мы знаем, что в числе малазийской делегации есть и экс-министр образования, и это действительно очень интересно. А каким образом такой спорт вошел в его жизнь? То есть человек занимался такой чиновничьей деятельностью, и здесь достаточно внезапно, ну, такое хобби, или что это для вас? Okay, so the thing, once the former Minister of Education is here, so she would like to know so how it comes like the people from education interested in riding. Okay, so first of all, thank you very much for having us here. It is an honor for us to actually promote Malaysia. I think in terms of education in Malaysia and education in Kyrgyzstan, they are quite similar. We start off at the age of 7, and then by the age of 17, we finish our upper secondary schools. So these are very similar. And if you go into the lines in the lower secondary, you start broadening into Tibet. So is our education system. We also start in Tibet at the lower secondary, and then in the upper secondary we are more specialized. I think yours is it's the same as compared to our education system. So in Malaysia we have what you call it sports schools. We have a specialized sports schools in certain areas, and so is horse riding. So it can be collaborate into a better schools and a better for both of us. Он говорит, как бы, почему он приехал, система образования Малайзии и Кыргызстана как бы одинаковая, да, вот также мы начинаем в школу ходить в 7 лет, заканчиваем 17, и также говорит, что в Малайзии то же самое, но от себя хочу как бы добавить, почему он приехал. Вообще, кыргызско-малайзийская корпорация, целью создания этой компании было, вот мы создали с мистером Тариком, было укрепление, развитие отношений между странами. И это первое событие, которое мы планируем проводить. Ну, а также параллельно вот мы хотим развить также образование, потому что Малайзия, как вы знаете, уже развитая страна качественного образования. И мы также пригласили человека, чтобы он мог подсказать, может быть, обмен студентами сделать, как бы свое видение подсказать. Вот, ну, с этой целью приехал данный гость. You have a good horses. You have a good riders. By collaborating, both of us can benefit. Да, и он как сказал, что вообще в Малайзии, да, развит как бы обучающие как бы школы конного спорта, а он говорит, у вас есть хорошие как бы лошади, хорошие всадники, то есть он хочет как-то вот посотрудничать, да, вот, в этом направлении. Ну, вот скажите, пожалуйста, нам это направление спорта еще не очень известно, да, в силу того, что у нас в первый раз это происходит. Все-таки, на взгляд ваш и на взгляд наших гостей, вот в этой дисциплине что важно больше? Мастерство наездника или выносливость скакуна? Или все вместе, одно без другого не может? Okay, since this kind of sport, endurance, is not developed yet in our country, so what is your opinion? Which is the most important thing in this? Experience of rider or condition of horse, or altogether? So to start with something that you have the foundation, we have to educate the people to become official. So when they become official, they can go to international, Europe, America, you know, and also Malaysia to become part of the official. So they'll be invited to become part of the official to delegate the race. And also at the same time, when they have educates the official, then you can also educate your rider to become international. So people of Kyrgyzstan, we have the best horses here. We have also the best rider here. Now we put them on the higher level, international, for them to become a professional rider. This is my hope to this country that
I would like to see that when we do the sponsoring of this thing, we want to have more international level of people from Kyrgyzstan. So from your opinion, you mean that mostly for experience, right? For riders, Yeah. knowledge of riders. Yeah, knowledge is the base, and we can have the best horses, the best rider to go to international. Ну, он говорит, чтобы достичь хорошего результата в любой сфере, нужно иметь знания. Поэтому он говорит, что больше нужно, чтобы всадники были образованы, всадники были более тренированы. И он в будущем хотел бы видеть, чтобы раз уж Крымская молодежная корпорация организовывает, да, финансирует, спонсирует это мероприятие, он хочет, чтобы в следующий как бы приезд, да, он уже были какие-то высокого уровня как бы специалисты. Ну, мы надеемся, что так и получится. Нашим гостям огромное спасибо за то, что вы развиваете этот вид спорта в нашей стране. Пускай ваше мероприятие пройдет на высоком уровне, и первый блин не будет комом.